Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія. Хвала Христу! Хвала Христу, мої дорогі радіослухачі. Зустрікаємося знову сьогодні з вами на хвалях Радіо Марія кожну середу. І будемо сьогодні протягувати, розмовляти з вами о радості. Одним з аспектів плоду Духа Святого. Перед тим, як розпочнемо цю конференцію, помолимося з вами. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Отче, просим Тебе во имя Твоего Сына Иисуса Христа, Твоего Духа Святого, как мы могли зразуметь и соправды могли жить тем, что Ты даешь. Как мы могли приносить этот плод. Плод тут на земле, как были добрыми святками Твоими, или так само плод, який триває вічно. Для того Ти понестворив нас, для того Ти вилив эту радость на нас, радость Твоего творения, и Ты радуешься, Пани, справами рук своих, так написано в Святом Писании. Просим, как соправды и любовь, радость пребывали в нас, пребывали в кожному из нас, как свет познал соправды, что Ты існуєш, что, дякуючи Тебе, все тримається. Просим Тебе, как мы могли зразуметь слово, якое Ты посылаешь, якое Ты даешь, про якое Ты закликал, про своих пророков, обвещаючи соправды предвестия збавлення, пристьо соправдной радости народжения Твоего Сына, Бога во плоти, який пришел в этот свет, как свет збавить, как человека приблизить до Тебе, как соправды наделить нас святостью, який выбрал звичайную, ты Пані, вибрав звичайну дівчину перед сотворением свету, и как она стала маті кожного живого, маті всех нас, маті этой справы Радіо Марія, маті наша, маті всего человечества, на святейшая Панна Мария, просим Тебя о молитве, укрый нас своим плащом своей молитвы, тримай нас в своей опеці. Будь з нами в кожну хвилину, щоб більше і більше людей познавало Твоего Сына. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Аминь. Як уже сказал, будем протягивать, розважать над библейной радостью. Еще некалькі конференций будет, потом в угле так поглядим на то, скажем, все это будет подсумовано, что в угле, что нам дає радості и чему треба радоваться. Розмовляли ми з вами о радості в книгах історичних, в книгі Буття і книгі Заходу, в книгі Другозаконня, книги Левіту, першої і другої книги Самуеля. Так само апошній з апошніх текстів, наскільки я згадую, був текст з книги Неемії. 8:10 радость Пана є нашою надією, нашою підтримкою, бо Пан Бог радується тому, що знову чоловік вертається до його, тому що чоловік вертається до соправди криниці життя, якою він з'являється. Бог закликає чоловіка від самого початку того моменту, як чоловік согрешив, закликає знов до супольності з собою. Для того ми були створені, я вже це казав і повторяю, катехизм Костела католицького каже, що чоловік був створений для того, щоб віддавати хвалу Богу і бути з ним в супольності. На жаль, человек разорвал эту супольность, или Бог шукает, как человек снова вернулся к этой супольности, потому что Пан Бог ведает, что человек сам не может жить, да, себе вообразите, скажем, такое, человек не может жить без поветра, да, человек не может, коли не будет поветра, человек не может попросту без того, что коли дыхание есть, человек может дышать, или нема поветра, то человек помирает.
Так само духовно чоловік не може бути без Пана Бога, і тому поглядіть, скільки різних речей в світі, які хотять, які сатана хоче замінити попросту, да, супольність з Паном Богом. Да. Сатана підсовує різні речі. Але Бог хоче, щоб ми були разом, да. І він радується, коли чоловік вертається. І менавіта після тих речей, які були, і навіть пророки були старіші, перші пророки, і як Ілля, як Єлисей, Самуїл, да, не так само, це по традиції єврейської книги з'являється якби там першими пророцькими книгами. Ось, а в нашій традиції християнській, я вже казав, що якби діляться на таких три частки книги. Это книги історичні, яких ми розмовляли, книги пророцькі і книги дидактичні. Ось. І менавіта праз пророкаў. Роль пророка, она такая, што вельмі часто люди думаюць, што пророк это той, які прадказвае будучыню. Да? Ёсць вельмі шмат тэкстаў, якія кажуць аб тым, што будзе, да, там, асабліва вельмі шмат месіянскіх тэкстаў, і у кожнага з пророкаў амаль в большасці пророка Ісаі, пророка Єремії, Єзекіеля ёсць, і у пророка Даніла есть эти тексты. Але роль пророка — это заклик до навертания. Да? Пророк з'являється вуснами Пана Бога. І недаремно, коли ми читаємо Біблію, то є такий заклик. Так каже Пан Бог. Пророк не каже от себе самого, тільки він закликає того, що так каже Пан Бог. Це каже об навертании. Коли мы прочитаем, начнем так глубоко читать эти книги пророцкие, то кожная книга, и она закликает до навертания человека до Пана Бога, как человек вернулся до границы своего життя, как человек вернулся до границы своего існування. Именно это книги пророцкие, особливо пророк Ісая, ось вони проникнуті цією радістю, проникнуті, ми вже з вами частково розмовляли після Адвенту. Ось по Божого народження, розмовляли о текстах, які читаються під час Адвенту, де вони так попросту є, там вони так насичені цією радістю, і менавіта радістю збавлення, чим потім буде Пан Єсус сказати. Радостью того, что вертание до границы життя. И Бог хочет, как мы вертались до этой границы життя. Ми сьогодні порозважаємо над тим, що казали в ті вусни Бога, да, яким з'являлись пророки, про яких Пан Бог промовляв, закликав до їх на навертання. Про великих пророков, яких 4 есть, и пророк Исаия, пророк Єремія, пророк Єзекіель, пророк Даніл. Так само про менших пророков, яких 12 есть, вельмі шмат текстов есть. Не видається, ми сьогодні потрапимося порозважати над усіми. Ось тому Бог закликає нас до життя, да? Закликає до навертання, і менавіта тут есть граница радости. Поглядите, этот текст читается, что, правда, не это пророк Исаия. Этот текст читается на Великий пост один, и тут есть такие вельми такі цікаві речі. «Омойтесь, очиститесь, одолите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, научитесь делать добро, ищите вдову. Да. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши багряные, как снег, убелю их, если будут красные, как пурпур, то как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет. Если же
отречетесь и упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господа говорят. Вусны пана кажуть, чим тут радость? Радость от пробачення греху передусім. Это обещание такое, какое пан Бог дає. Если грехи будут ваши как багряные, то как снег к убелю, если будут красные, как пурпур, то как убелю, как полну. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Коли послухаєтесь, так пан Бог, але желання повинно бути жадання. Да? Коли ви послухаєтесь, і Бог, менавіта, і Він хоче, щоб чоловік слухав. Да? Ну, на жаль, чоловік більше зараз розмовляє, ніж слухає. І тексты, так называемые тексты мессианские, мы уже об них разважали, и в этих текстах мессианских вельми часто есть, сустракається такое слово «радость». Да? 9 розділ про того же самого пророка Ісаї, який нам предвіщає народження незвичайного дитяті, незвичайного, тому що він буде избавление през его приде, и радость. И ось пан Бог про пророка Ісаю в 9 розділі, можливо, ми це читаємо під час Божого народження, і так само є цей текст. 9 розділ. И в 3 верше я прочитаю больше, але в 3 верше есть там, кажет, об радости. «Прежде времени умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь. За Иорданскую сторону Галилеи язычников народ, сидящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертный свет воссияет. Да ты умножишь народ и увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во времена жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь в тот день Медиама. Ибо всякая обувь воина во время брани одежды, обогренная кровью, будет отдана на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут его имя, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечный, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и во веки. Ревность Господа Саваофа соделает это. Радость от того, что ты умножишь народ, увеличишь радостью, он будет веселиться перед тобой, как веселится во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Світло. Да, чоловік, який грех, це завсюди темра. Грех завсюди це смерть. А тут менавіта пророцтво воно виконалось в Єсусі Христі. Матвій об этом так само пише, він використовує, коли пан Єсус поселився в Кафарнаумі, він використовує цей текст. Ось то пан Єсус поселився на межі Заволона і Нефталима, це на межі язичників. І він прийшов, щоб показати світло, да, і який народ, який сидів в темрі, він побачив світло велике. Зарил світ тих, які сиділи в тіні смерті. Справді, це радость від збавлення, знову радость від того, що Бог не покидає чоловіка, що він є завсюди, що Бог пам'ятає о чоловіку, менавіто не тільки пам'ятає о чоловіку, а він сам входить в історію, він цю історію робить. И это ярмо, это тяжар этого греху, и он сокрушит, он взломает. Ось. И как Медиам, это был перемога над этим племенем, Израиль отримав перемогу. Ось. И менавіто з народження этого дитяти, младенец народился нам, сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут ему имя. Чудесный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, да, он князь супокою. Ось, и об этом супокою ще будем размовлять. Отец вечности.
Бог открывает перед нами вечность, да, Бог открывает перед человеком вечность в Иисусе, в своем Сыне, да, в своем того, який він повинен, який був повинен прийти. І знову в этом тексті може немає такого слов радости, але само то, что, скажем, приносит радость то, что будет, то, что здійснится, коли прийде Мессия, коли прийде этот чудный народится, коли это судное дитя, 11 раздел пророка Исаии. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произойдет от корня его, и почит на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух видения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будут судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев и земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет перепоясанием чресла его правда, и перепоясанием бедер его истина. Когда волк будет жить вместе с ягненком, а барс будет лежать вместе с козленком. А теленок и молодой лев, и волк будут вместе и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись медведицу, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла, и вреда на всей земле моей и горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будут в тот день корню Исееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слово. И будет в тот день Господь снова простроит руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и в Хусе, и у Елама, и у Синаре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от 4 концов земли». Радость от того, что народится, радость от того, что будет покоя. Перед тим ми розмовляли о 7 духах, о 7 дарах Духа Святого, именно это дары, які описал пророк Исаия. «И почнет на нем Дух Господень, будет Дух премудрости, Дух разума, Дух света и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будут судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Менавіта дары Духа Святого, які спочнуть на Ісусі Христі, ось вони будуть передадені так само кожному із нас, дякуючи тому, що на нас спочиває Дух Святой. Ми протягуємо розмову о сакраменті біжмування, ось в контексті сакрамента біжмування об цих дарах і о плоді Духа Святого розмовляємо. Менавіта ті дари, які Бог нам дає, вони повинні принести свій плон. И тут пророк Исаия, он предсказывая то, что это незвычайное дитя, этот корень, потомок корня Исея, ось, и батьки Давида, это Исея, это батька Давида был, и он принесе то, что, скажем, принесе радость от супокоя, то, что не будет страха, да, то, что будет то, что вернется, то, что было, коли пан Бог задумал, да. И тогда волк будет жить вместе с ягненком, а барс будет лежать вместе с козленком, а теленок и молодой лев и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись медведица, и детеныш их будет лежать вместе. И лев, как волк, будет есть солому. И младенец будет играть над норой аспида. Аспид – такая змея, ось вельми ядовитая, да. И тогда уже не будет попросту, да, дитятка не будет бояться. И дитя протянет руку свою на гнездо змеи, так само. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как вода наполняет море.
Вода надає, ну, скажімо, вода дає життя, да? Ну, хоча ж так само, ну, вода смиває, відаємо, що ми з вами розмовляли об сакраменті Христу, вода змиває грех першородний, дякуючи Ісусу Христу, ми можемо бути дітьми. Це гэта невеликая радость, коли зникнет страх, зникнет ненависть, зникнет неприязнь, зникнет боль там, да, и все. И придет, это правда будет, какая придет, это незвычайное дитя народится, от корней сей, это мы переживали не так давно. Не так давно мы переживали Божие народжение, и этот текст аккурат так само читается подчас Божьего народжения. Радость от того, что, знову я не стомляюся повторять, радость того, что Бог пам'ятає об человеке, рад Бог, то Пан Бог ніколи чоловіка не покинув. Треба в це правди повірити, не глядячи на те, що нас переслідують, може, якісь там випробування, да, боль, хвороби, інше щось там, да, там, може, хтось там згубив працю, може, хтось там, інші речі, ну, треба повірити, це правди, Бог це чинить для нашого добра. Тільки повірити треба, і Пан Бог не хоче, щоб чоловік, загинул вечно, не только, мы помираем физично, это правда, але Бог хочет, чтобы мы жили вечно. Менавіта, чтобы мы соправды пережили это мессианский этот час, чтобы мы живем в этих мессианских часах. И Иисус Христос пришел в этот свет, чтобы изменить человека. Видите, я уже смат разов казал свое сведчение аккурат в этом контексте. В моем житті вельмі шмат, може, з 10 гадоў до 35, може, больше, была ненависть, была неприязнь, было непробачение до своего таты. Но просто было так, что мое життя, узгадываю зараз, просто это было жудасно, да, коли у дитя есть ненависть до своего отца, який бы он не был. Да, тата уживал алкоголь, он не был алкоголиком, но он часто уживал алкоголь, и, думаю, часами были там сварки и так далее, да, и менавіта эта ненависть, это непробачение, да, и до тата оно привело до разных речей, да, то, что привело до того, что я сам не стал себя воспринимать, там мне сдавалось, что я якийсь откинутый, да, что тата там ніби больше любит моего старейшего брата, але это неправда было, тата любил меня так само, зараз я ведаю это. І вельмі шмат, наприклад, я атрымаў ад свайго таты, то, што я магу учыніць рукамі, напрыклад, да, там, то, што он паказваў мне там, да, навучыў мне там і габляваць, і піліць, і рабіць штосьці там, і там так далей, да, з дрэвам, і з рознымі рэчамі там, да, і в агародзе там, напрыклад, і, ну, розныя рэчы, да, ці там на рыбалку на рыбу брал, да, где там на рыбалку, где там чего, ну, іншие, там, просто ці там в інших речах шмат. Я, дякуючи тому, що це було это пробачення, дякуючи тому, що зникла эта ненависть, зникла эта неприязнь, дякуючи Ісусу Христу, якого я прийняв, да, мог просто правди полюбити свого тату. И это не чудо, это не радость, да, не радость пробачения, радость ненависти, то это мессианский, этот мессианский час, мессианская, скажем, этот стан, он такой, перед усім наражается в сердце человека. И Бог жадає, щоб в нашем сердце была радость. Эта радость, она соправды является таким знаком христианства. Мы об этом больше поразмовляем еще далее. 14 розділ того же самого пророка Ісаї. Ось, знову Ісая закликає. У Ісаї вельми шмат різних, скажімо, 14 розділ. От початку прочитаю його. Тут в Гуглі є 2 вірша. 7 и 8, але от початку прочитаю, якби разом в контексте было. «Близко время его, и не замедлит дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит его на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова,
и возьмут их народы, и переведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будут господствовать над угнетателями своими. И будут тот день, когда Господь устроит тебя от скорбей твоих, и от страха, и от тяжкого рабства, потому что ты порабощен был. Ты произнесешь подобную песню на царя Вавилонского и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык. Поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, в гневе господствующий над племенами с неудержимым преследователем. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские говорят: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя, и при входе твоем пробудил для тебя ремаифов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Видите, с истории Израиля, что Израиль из-за грехов своих Пан Бог допустил, что они были забраны в Вавилон, Оси были там в полоне вавилонским, и тут аккурат Пан Бог: ты произнесешь победную песню на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя. Пан Бог обіцяє вертання на землю, да, і вертання, скажем, не тільки самого, але там долучаться до Ізраїля народи язичників. Коли поглядеть, то мы долучились до Израиля. Дякуючи тому, что Иисус Христос народился, дякуючи, что Бог пришел и вошел в это, то мы долучились. Мы были, коли все наши народы были язычниками, да Бог выбрал народ Израиля как первый народ. И менавіта пророк Исаия вельми шмат об этом пишет, что язычники познают. Да, язычники познают и Бога. Язычники познают то, что, скажем, Бог есть. И народ будет долучиться до Него. Але радость в том, то, что будет супокой. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. Да? Земля менавіта в том, что коли Израиль вернется на свою землю, коли снова будет отбудована святыня. И в книгах историчных мы это уже читали, с вами размовляли об этом, да, радость, то, что снова будут жить поводле закона, и то, что вот кипарисы древа будут, и кипарисы радуются тебе, и кедры ливанские говорят: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Бог, то есть, что коли народ вертается до Пана Бога, коли народ навертается, не только вертается, навертается, то, скажем, он отрымливает то, что, скажем, опеку Божию перед усім, да? Знов, тут тексты такие, ну, вы, может, скажем, неоднозначные, да, там 10, там, и рабство и так далее, кажут, але чоловік сам, треба пам'ятати, що чоловік сам вибирає дорогу. Бог не карає нікого. Покарання буде тим справді тільки, коли чоловік трапить у пекло, да. Это найвеликое покарание будет. И Бог не хочет этого. Бог поступается тем, что он отдает. И ковчег заповету были. Мы в книгах историчных можно прочитать, что филистимляне захопили этот ковчег заповету, да, там же он был, у них пребывал. И дал зруйновать святыню свою, в книге пророка Иеремии. После того, так само забрал в полон, вавилонский этот полон был, забрали там, они были в Вавилоне. Не тому, что поздекиваться над человеком, не тому, что человека принизить, да, свой народ Израиля. Знову мы в книге Другозакония с вами разважали об этом, да, и этот текст 6 разделу книги Другозакония «Шима Израиль», да, «Слухай, Израиль, Пан Бог есть твоим, Паном одиным, полюби своего Пана Бога всем сердцем своим, всей душою своей,
яка розмовляє о любві з вами, о любові, менавіта про це так само казали. І этот текст нас закликає так само до виконування слова, не до такого сліпого якогось там, да, каб со страху. Бог не хоче, каб ми його там боялись і полохались. В тому сенсі ми розмовляли з вами вже об боязні Божій. Це не такий страх, який чоловік повинен боятися. Це такой шацунок, вельми великий шацунок до Пана Бога. І менавіта это все приводит к радости. Бог жадает, каб мы были вольными, каб мы были, человек был вольный, каб дає право вибору, да, не примушає. Любов ні до чого не примушає. Текст 13 розділу першого послання святого апостола Павла до Коринтянам, да, любов нічого. І так само з Євангелія поводле святого Яна 3:16-17 цитував колись вам так само текст, да. Так Бог полюбил свет, что дал своего Сына одинородного, каб кожный, кто верит в Его, не сгинул, але имел житие вечное. Не послал Пан Бог Сына Своего свет, каб свет судит, или каб свет был избавленный. Кто верит, это мое, мы уже так само об этом размовляли, это мое решение, это Пан Бог не примушає. Пан Бог використовує різні сродки, каб чоловік вернувся до його, до границі цієї радості. Ну, от, і менавіта этот полон, ось полон вавилонский, он был таким сродком, как человек поглядел, что он сгубил, что он сгубил, да, и как он вернулся. Ну, вот, кипарисы будут радоваться, так Пан Бог каже. Дерева будут радоваться. И Бог жадає, щоб чоловік справді був щасливим. І це щастя, воно і дає, воно там і з'являється так границею радості. Той же самий пророк Ісая, 29 розділ. Здесь, тут этот текст 29 розділу використовується і в Новому заповіті, коли Святой Ян Хреститель присилає своїх учнів до Ісуса Христа і питається, чи ти той такий, який повинен був прийти, да? Чи нам читається, коли є текст об оздоровленні, Ісус Христос оздоровляв. Ось, і ось, і тут такі тексти так само, якби месіанські, коли прийде Месія, то і він буде чинити цуди. І тут, переписаю, 17 верша прочитаю. «Еще немного и очень немного, и Ливан не превратится ли в сад? А сад не будет ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слово книги, и прозрят из тьмы и мрака и глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные будут торжествовать о Святом Израиле, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого». Слепой бачит, да, это, ну, я говорю, что есть оздоровление, коли читается в литургии, так само, коли есть тексты читаются об оздоровлении слепых, вот, то есть пророк Исаии так читается тут. Ось, і в эти тексти використовуються так само, коли, ще раз повторяю, що приходять в учні Святого Яна, і ось із пророка Ісаї Пан використовує ці тексти. В тот день глухие услышат слова книги, и прозрят во тьме из тьмы и мрака глаза слепых. Передусім так само глухі, да, чоловік глухой, часами буває духовно глухой, да, не чує те, що Пан Бог каже. Ну, видите,
вельмі часта, ну, зараз так пытался, калі был я и в чырвоным касцёле, еще там вось служил и в кафедральном, то я вельмі часто пытался, какое сегодня читание было. Ну, и люди попросту люди не слухают. Люди, в большасці люди не слухают то, что, напрыклад, читаецца. Ну, вось. І таксама чалавек слепы, он слепы в сваім граху, да, калі в тем граху сидит, и прозрят из тьмы, да, прозрят, и мрака глаза слепых. Так само есть это оздоровление физичное, а тут оздоровление физичным датычыць. Відаеце, я належу до такого руху святло жыццё, і у нас ёсць малітвы ставенічы. Я вельмі шмат разоў удзельнічаў і в таких разных, і в Польше асабліва в малітвах аб аздараўленні фізічным. Вось. І мой отец, один из отцов духовных, у меня было их некалькі, дзякуй пану, в розныя моманты. Калі в семінарі учился, то там один был, калі был учился тут был, калі тут я был, то отец святой памяти, отец Мечислав Лабяк, чоловік, якому я вельмі вдячний. Он молился так само об оздоровлении в Червоном костеле и о повольнении розных речах. Ось, так само мой отец духовный, отец Антоний Зелинский, и он молился, бы пан Бог ему дал такой дар молитвы об здоровье. И бачил, как люди отрымливали здоровье и духовное, и физичное, и какая радость была, да, какая радость у людей была. Ось, и коли верталось им здоровье, да, и коли духовное прозрение верталось, да, он был снова, и все так само экзорцистом был, коли он молился, и люди были пан Бог увольнял, скажем, отплыв зла, такая какая радость была, ли физичное, коли выздоровление было, и человек, люди навертались и распочинали, так они были глухие читать Библию, сведчению шмат розных. И те, які терпели, да, и страждущие будут более и более радоваться Господи, які терпели, люди, они радуются в Пану Богу. И бедные, да, и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиле. Человек бедный, скажем, вельми часто духовно бывает, да, не то, что богатие, но физичное, скажем, ну, какую-то там никакую радость приносит, да, там, скажем, ну, можно что-то купить себе, да, але то все, оно минует. Сапраўдным багаццем з'яўляецца багацце духоўнае, і сапраўдным багаццем з'яўляецца Ісус Христос, калі чалавек сустракает, калі чалавек распачынае жыць, да, люди будут торжествовать о Святом Израиле, да, мы торжествовать. Торжество — это такая наивеличшая хіба радость, да, калі хвала проявляется, калі хочется спевать и прыгать, и танцевать, и петь, и не вида, и спевать, да, сапраўды. Ось, калі чоловік сустракається сапраўды, і атрымлівае найвялікшае багацце, якім з'яўляецца Пан Бог. Вельмі важно, да, памятаць об этом, что Иисус Христос пришел оздоровить кожного из нас, да, Иисус Христос пришел оздоровить кожного из нас духовно, ось. И дать нам сапраўдную радость. Еще немного и очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, не превратится ли в сад, и сад не будет ли почивать как лес. Видите, Бог, ну, кто был в Израиле, он видит, что там есть и пустыня, и в Галилее где-то есть, ну, и есть шмат зелени, где есть вода, да. И так само горы Ливана, кедры ливанские, это был как бы символ такой, ось, використовували їх і в будовлі і так далі. Там і різні з цих кедрів робили і кадила, ось, використовували ту смолу для кадила і так далі. Да? І висякали їх, але Пан Бог каже, що этот Ливан превратится, да, в сад. Все то, что, скажем, то, что
было высечено, оно в сад превратится, и тоже так само лес этот превратится в сад, а сад не будет ли почитать как лес. Сад просто будет как лес, да, такой густой, такий будет полный. Наше життя, Бог каже, що чоловік, коли живе з Паном Богом, то наше життя духовне, оно, Бог переробляє это. Із малого, наприклад, із малого того, що ми чому розмовляли під час святого хресту, коли чоловік охрещений, то він не бачить, але то зернятка маленька, воно може і повинно рости, да, і тут із этого справді ось проявляется великая радость. Радость от того, что, скажем, есть приносит человек плен. Радость то, что мы бачим, то, что, скажем, что это Бог в нас переменяется, да? Что зникає в нас зло, зникає в нас, скажем, ти прив'язаність до яких там речей. Видите, ми кожного 26-го, я вельми часто об этом кажу, кожного 26-го дня місяця ми молимося об тверезость нашого народу за тих, які залежні від алкоголю. Я, будучи коли ще студентом в Польщі, живучи в Супольності, це перше було Супольність, потім була студія, ось, учоба на університеті, Богословському університеті, факультеті. І коли я удельничал 3 года и помогал в таких реколлекциях, удельничал в реколлекциях для залежных алкоголиков. Сестра из нашего руху, у нас есть такие пани, они называют себя пани, в селе, не как сестры, да, по институту, Светский институт, вот, беззаганный. И есть у нас диакония вызволения в руху, и наша супольность, коштовная перлина, она так само занимается этим диконией евангелизации и вызволения, они вельми моцно связаны. Ось эта дикония вызволения, она працує таким напрямку тверезость. І менавіта эта сестра Ірина, вот вона проводила, організовувала реколекції, я бачив просто, як люди, як радувалися вони, коли, поскольку там, коли чоловік, будучи алкоголиком, и он не пил там, да, Пан Бог дейничал. Такая радость была, просто тешились, радовались и свечение этих людей, что он зачали просто люди зачали глядать вогуле по-іншому на этот свет, да, на навокольный свет, по свет інший, и просто сапраўды появилась радость. Узник этот тиск алкоголю, да, там, наверное, залежно завсёды это тиск. И менавіта вот это, о чем пан каже сегодня в этом тексте, что этот сад будет квитнуть, что этот лес будет квитнуть, да, и Бог хочет, Бог из малого чинит доброе. Это радость перемены життя, радость, досвід этого збавлення, досвід того, что ось человек не сам, что человек есть, скажем, у него есть подпора, есть, скажем, той, який сапраўды з чоловіком завсёды, і який своє слово вельми ценит, да? Ось. То, что Слово Божие, оно, сапраўды, оно не только каштоўнае, да, оно попросту оно завсёды каже правду. І апошні текст, один из апошніх сьогодні текстів пророка Ісаї, ось 49 розділ, такой, я этот 15 верш знаю на память или прочитаю, тут есть такие речи. «И все горы мои сделаются путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни из севера и моря, и другие из земли синим. Радуйтесь небеса, и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой, и помиловал страдальцев своих. А Сион говорит: оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. И вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мною. Сыновья твои поспешают к тебе.
а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Забудет ли женщина грудное дитя свое? Вот. И тут 13 верш. «Радуйтесь небеса, веселись земля, и восклицайте горы». А перед этим Пан Бог сказал, что все соберутся, Пан Бог собирает свой народ, или Пан Бог собирает все народы. И небеса радуются. Пан Иисус так само сказал, что ангелы радуются от одного от человека, как навертается, да, больше радости будет от того, кто навернется. И земля восклицает, и горы там от радости, да, потому что Пан Бог потешил свой народ, и он злитувався над тими, які терпять. Пан Бог не забуває нікого. Вельми часто можна сказати, люди кажуть, а Пан Бог забылся. Тут есть такое самое. А Сион говорит, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Но вельми часто, як люди переживають досвід, якісь там випробування. Але Бог каже, 15 верш, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. И вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда передо мною». Пан Бог на нас накреслил, да, на своих долонях, не только на долонях, а и он накреслил на кожного из нас, мы уже размовляли об этом, когда Пан Бог человека сотворил, то и он его записал в своем сердце. И он вот носил в своем сердце человека еще до створения. Кожного, тебе, мне, кожного из нас, да, кожного твое имя и мое имя здесь записано в сердце, и Пан Бог не забывает никогда. Да, на дланях Бог, коли там, это образно, глядеть на свои руки, на длани, на долони, то он бачит твое имя, он радуется. И тут это великая радость, да, там великая радость о том, что Пан Бог собирает, то, что Пан Бог пробачає, то, що Пан Бог шукає можливості чоловіку допомогти. Треба пам'ятати, що Бог не забувається. Мать может забыть, или Бог не забывается, Бог носит завсюди тебе в сердце, Бог любит тебя сегодня, и это великая радость. На этом сегодня будем заканчивать. Що згадую тільки, що Радіо Марія, та чудовна справа утримлюється з ваших ахвірувань, і можна знайти, як ахвірувати на сайті Радіо Марія, ці на сторонці ВКонтакті і в Фейсбуці. А так само, я вже казав, що кожного 26-го ми молимося тверезость, ось, і можна так само присилати інтенції, були колись, там я казав, присилали. Будем молиться за вот об этой великой проблеме. Ось, а так само можна пересилати питання, на які я постараюсь відказати у наступній катехезі. Хвала Христу! Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія.